Добро пожаловать в наше самое большое и эмоциональное путешествие. Нас ждут 2 страны, вас 3 серии. Сначала мы встретимся с близкими в Кракове, отдохнем в Закопане, а после меня ждет поездка в Украину. Но начнем мы с Польши, место, которое 3 года было нашим домом, но куда мы впервые возвращаемся просто как гости. Поделюсь честными впечатлениями после жизни в Ирландии и отвечу на вопрос, жалею ли, что уехала. Путь, конечно, предстоит непростой, весь этот маршрут. И если к Польше я чувствую такое предвкушение, потому что мы встретимся с родными Андрея, проведем там время в горах, отдохнем, то, конечно, ехать в Украину мне, с одной стороны, вообще не хочется, но я стараюсь переводить фокус на то, что все-таки проведу там время со своими родными. Но понятно, что для меня это стресс, и сразу вспоминается прошлая поездка. Конечно, грустно ехать туда и быть там без мамы, поэтому я надеюсь, что в процессе мне станет проще, но сейчас мне, конечно, грустно об этом думать, поэтому стараюсь переводить фокус на то, что есть сейчас, а там дальше посмотрим, как там будет. Это был наш первый вылет из Дублина и первый такой масштабный трип на 3 недели. Час на автобусе до центра, потом еще 20 минут на другом, и мы в аэропорту. Пока проходили все проверки и ели наши домашние ватрушки, у меня было, конечно, предвкушение, ведь я снова еду в Польшу, но уже в совершенно новом статусе, и это совсем другое ощущение. Когда-то мы тут строили жизнь, а сейчас я возвращаюсь сюда уже другой, с новым опытом и наверняка другим взглядом. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Вот такое вот приветствие от Кракова в виде дождя, а дождь здесь планирует быть все время. Не успела показать вам нашу приколдесную квартирку, потом покажем. А пока летим в ТЦ, потому что у нас по планам нужно закупиться одеждой, пока еще наши близкие едут в поезде. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were new. У нас есть буквально 5 минут на рум-тур, поэтому давайте быстренько пробежимся, зацените, да, мой лук. Тут прохладно ходить без тапочек. Вот мы зашли и попали на кухню. Вот такая кухня. Потолки здесь высотой примерно как 2,5 меня. 2,5 меня. Это меня пугает. Я боюсь высоких потолков, боюсь старых домов. Не знаю, ну как-то мне тревожно в таких местах. Ну, атмосфера. Как видите, окно, стена. Лучший вид. Но нам все равно, я просто шучу. Нам, кстати, оставили конфетки. Это приятно. Чай и кофе. Это прям мало кто так делает, поэтому это приятно. Душ, кстати, удобный. Это такой плюс этой квартиры. Зеркало есть, можно себя хоть увидеть. И вот эта комната. Ты еще не показал. Наши 2 огромные кровати. Она на 4 человек, эта квартира, нас 5, потому что моя поездка в Варшаву отменилась. И надо будет как-то нам здесь расположиться. Я предлагаю совместить 2 кровати, будет одна большая. Знаете, как в фильмах каких-то. Или в каких-то странах такая штука. Неважно. В Китае, по-моему. Тут тоже окно, тоже стена. Хочу сказать, здесь очень красивая люстра. Вот что мне нравится. Прям реально атмосфера такого старого дома. Хоть меня и пугает, но
некоторые элементы добавляют атмосферы и успокаивают. Например, вот эти вот картины. Кстати, здесь написано «Нет войне». Это хорошо. И еще тут есть телевизор, стол, шкаф. Кстати, старый, да, вот старый шкаф. Как вам? Тут даже есть такой замочек, не знаю, прям какое-то детство напоминает мне. В общем, такая вот небольшая квартира, она находится в самом центре Кракова, поэтому мы ее и выбрали, чтобы было подешевле, поближе к центру, никуда не ездить. Андрей подсказывает, тут еще есть место бабайки. Господи, Андрей. Да, это странно. Ну, в принципе, 5-й человек там и может отдыхать, прям как на печи в старом доме. Ну, в общем. Отдельного внимания просит сам дом. Ну, вы только посмотрите, какой вайб. Плитка с красивым узором, мрачноватая лестница, арочный проход, куча хлама во дворе, обшарпанный фасад. Жить тут долго я бы не жила, но на сутки двое интересное место. Встречи с близкими стали, конечно, сложнее, но оттого и более ценными. Меня вообще никогда не держали места и вещи, только люди. Такие вот издержки миграции, знакомые многим из нас. Ну да ладно. В Кракове у нас было немного времени, и первым делом нас ждал вечерний старый город. Только потом он с нее сбросился сам. Вечерний Краков такой прикольный, оказывается. Сейчас еще вся музыка спокойная, ну плюс-минус, поэтому приятно тут ходить, гулять, какое-то спокойное состояние. Все такое с подсветкой, людей очень много, но при этом все равно это не сильно мешает. А какое небо! Весь второй день в Кракове мы, как настоящие туристы, посвятили прогулкам. И что хочу сказать, что ощущения от роли туриста или гостя совсем отличались от роли жителя. Сразу по приезду у меня внутри так перещелкнуло, и вроде бы глобально тут ничего не изменилось, но впечатления были не такие, как раньше. Никакой грусти я не испытала, или вот желание вернуться обратно в Польшу. Для меня, да, много значит эта страна. Мы тут жили 3 года, весь канал мой вырос на видео именно про Польшу, и кроме того, тут жили мои предки. Далекие, но все же это как часть моей родины.
Но да, дома уже в Ирландии, чему я также очень рада. По факту мне было и есть хорошо и там, и там. Тут каждому свое. Нам лично для жизни и будущего Ирландия подошла больше. Спасибо судьбе, что так все сложилось. И если спросите, жалею ли я о том, что переехала, как вы поняли, нет, ни капли. It's pure, it's pure. Can't ask for anything more, anything more. Want to do this for you wholeheartedly. Смотри, просто кружочек, молодец. Сделает шум камень. Да. Наконец, время Закопаны. К слову, при всей этой красоте Краков в этот раз не показался мне суперкомфортным. Исписанные граффити стены, побитые временем здания, спящие люди на лавочках. Я такое мало снимаю, понятное дело, но не сказать про контрасты не могу. А центры они такие. Красиво. Ну ты красиво выглядишь, а фон нет. Ну что ж, следующая наша остановка – горы. Но это уже будет в следующей серии. Пишите, как вы чувствуете себя после этого видео, и увидимся, надеюсь, совсем скоро. Пока.